ближайшие выходные нас с вами ожидает Калининград City Jazz, наиболее раскрученный и наиболее соответствующий западным стандартам фестиваль с живой музыкой в нашем городе. Ежегодно, в начале августа, организаторы устраивают несколькодневное действо в летнем театре Центрального парка с участием звезд и звездочек из мира джазовой, а чаще около джазовой, но удачно вписывающейся в рамки фестиваля музыки. В этом году дни проведения марафона 2, 3 и 4 августа. Участники открывающего фестивального дня – Алиса Гелис Бенд, Алексей Козлов и группа «Арсенал», а также команда Inner Circle. Итак, Алиса Гелис – 20-летняя калининградка, которая с раннего детства занимается музыкой. Прославилась она на всю Россию, как мы знаем, в шоу «Голос» на Первом канале. Молодой аудитории она известна по клубным концертам, а с ближайшей пятницы артистка будет знакома меломанам не только по ним. Для более взрослой аудитории будет 2 августа в рамках Калининград City Jazz выступать Алексей Козлов и группа «Арсенал», чье имя, как утверждают организаторы, должно быть известно каждому калининградцу, знающему слово «джаз». Да и название этой группы упоминают главные, рассказывая о джазовом прошлом Калининграда. В конце 70-х местная филармония предоставила официальную крышу опальному музыканту-экспериментатору. Закроет же стартовый день коллектив из далекой Ямайки Inner Circle, чей репертуар будет интересен не только фанатам живой летней музыки, но и тем, кто ностальгирует по 90-м. И главные хиты Sweat и Games People Play есть на большинстве пиратских сборников об этой декаде. Играют ребята аж с 68 года, а с прошлого еще являются организаторами компании Saving the Reggae Music, цель которой – сохранение традиционного регги в противовес его современным вариантам. Лайнап второго дня – это Mammal All Stars, Stanley Jordan's Trio и Funkenstein. Mammal All Stars – это коллектив всех звезд клайпедского джаза, в числе которых даже мэр этого города и старинный друг фестиваля Витаутас Конгос Грубляускас. А вообще, состав музыкантов собирается и готовит эту программу специально для нас. И поэтому концерт Mammal All Stars будет действительно единственным и неповторимым. Американский фьюжн-виртуоз Стэнли Джордан известен прежде всего как родоначальник феноменальной техники тэппинга или игры на гитарном рифе 2 руками. Гитара вошла в жизнь Джордана из-за его кумиров Карлоса Сантаны и Джимми Хендрикса, которым хотел он подражать еще в 11 лет. Сейчас на счету американца аж целых 15 альбомов. Ну а израильская же формация Funkenstein – это прежде всего веселый выбор организаторов. Созданы они были весной 1998 года. Спустя 2 года блестяще выступили на телевидении, в 2002 году влюбили в себя аудиторию джаз-фестиваля на Красном море, а потом и на фестивале любви на Мертвом море. Недавно же вышедший диск ребят называется Funky Mission. Заключительный же день в этом году откроет биг-бенд Гданьской музыкальной академии под управлением Лешика Кулаковски. Лешик Кулаковский является арт-директором международного комеди-джаз в Слупске, а также организовал единственный в Польше конкурс для джазовых композиторов. Ну а кроме того, он выступает на самых разных площадках и конкурсах по всей Европе и выпускает собственные альбомы, а также успевает руководить академическим биг-бендом. Вторые же участники финального дня – немцы ReJazz. Их дебютный альбом возник 10 лет назад, случайно, из-за просьбы друзей клавишника. Они захотели услышать в акустических версиях свои хиты. На запись позвали еще друзей и еще, в том числе таких звезд, как Тиль Брёнер и Эрик Труфас, и появилась группа ReJazz. С тех пор список гостей и приглашенных музыкантов в этом коллективе включает все сколько-нибудь известные европейские имена, а альбомов становится все больше и больше. И завершится Калининград City Jazz в этом году вместе с итальянским коллективом Марио Бионди and the Italian Jazz Players. Имя Марио Бионди сияет в чартах США, Японии и Европы. Он записал блестящие дуэты с такими звездами, как Чака Хан и Эл Джера. А последний, кстати говоря, был кумиром Марио еще с детства, ну и поэтому совместная работа стала воплощением его детской мечты. Его выступление и должно стать ярким финальным аккордом в этом году.